Всем привет! Короткое расследование сегодня. В мае тариф на свет поднялся до 1 сома 11 тиинов для населения. Предполагается, что осенью будет еще одно повышение. Мы еще год назад делали расследование и выяснили, что в планах правительства повысить тариф до 2 сомов. Ну а что в самом соглашении? Наши чиновники заверили Всемирный банк, кредиты будут выплачиваться вовремя, а для этого мы будем повышать цены на электроэнергию в 5 этапов. Цена сейчас, они пишут, 1 сом 37 тиинов. Это средневзвешенные. То есть, если 77 тиинов для населения, то вот в среднем с учетом цен для юрлиц и предприятий выходит так. Итак, в 2023 году планируется эту цену довести до сома 55 тиинов. Во второй год соглашения до сома 66 тиинов. А в 2027 году за киловатт в среднем будут платить 2 сома. Давайте посмотрим, чем оправдывал повышение цен Садыр Джапаров. 3 года назад он утверждал, что исправляет то, что было до него. 30 жылдан берки айрым аткаминерлердин жеңил ойлуу саясий чайкоочулугунун айынан эптеп эле уурдап калууну көздөгөн алдым жуттум мүдөлөрүнөн улам ушундай акыбалга кирептер болдук. Проблемалар өз маалында чечилбей, убакыттан кыйла уттурдук. Садыр Джапаров говорит, воровали, и, мол, все это власть прекратит. Но прекратила ли? Давайте посмотрим. Вот такие изоляторы энергосектору нужны постоянно, и ежегодно тратятся миллионы сомов. В этом году тендер выиграл Бишкекский трансформаторный завод. 15 февраля Бишкекский трансформаторный завод выиграл тендер на сумму 70 миллионов 366 тысяч 240 сомов на поставку 62 827 штук изоляторов ПС-70Е. Итого получается 1120 сомов за единицу. Не прошло и месяца, 6 марта покупаются те же изоляторы ПС-70Е, но уже в меньшем количестве, всего 75 штук. Выигрывает другая фирма, и что же по цене? Промэнерготехстрой предложил за 75 штук изоляторов ПС-70Е 56 250 сомов. Цена за штуку 750 сомов. То есть оптом не дешевле. У нас действует другой принцип. Где можно урвать, там и дороже. В интернете такие изоляторы можно найти за 500-600 рублей. Но давайте посчитаем, какой ущерб нанесен бюджету. Если купить по цене Промэнерготехстроя, то 62 827 изоляторов стоили бы 47 миллионов 120 тысяч 250 сомов. Но НЭСК купил за 70 миллионов 366 тысяч 240 сомов. Итого разница в 23 миллиона 245 тысяч 990 сомов. Это доказанный факт коррупции. И произошло это не 10 лет назад, а в этом году. При власти, которая утверждает, что в стране коррупции уже нет, что это все, мол, в прошлом. Биз эми мындай шалаакылыкка экинчи жол бербейбиз. Биз эптеп эле элди алдап алагды кылуудан алыспыз. Ошол эле маалда биз болжоп пландаштырып жаткан энергосистемасындагы реформалар эл журтка оорчулук келтирбей, залалы тийбеши керек. Обещает на словах новую жизнь без коррупции, но на деле коррупция продолжается. 23 миллиона сомов – это столько же, сколько платят в месяц 29 тысяч семей за свет. По моим данным, за тендеры в НЭСК отвечает заместитель директора Асхат Абылаев. И как эксперимент, давайте посмотрим, возбудит ли на него уголовное дело. Или же, как всегда, если чиновники воруют, то, по мнению доконцашников и Садыра Джапарова, в этом виноваты почему-то журналисты. С вами был Болот Тимиров. До новых встреч. Кызык жашоо башталды, иштет эле баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойло, келечекте хойлойло. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойло.